Пашыраная нарада гаспадарчага актыву Пінска, у якой узялі ўдзел кіраўнікі ўсіх гарадскіх прадпрыемстваў, устаноў сацыяльнай сферы, дэпутаты, прадстаўнікі бізнесу, грамадскіх і іншых арганізацый пачалася з кадравых змен. Старшыня пінскага гарвыканкама Андрей Мулярчык пакідае сваю пасаду і цяпер будзе дырэктарам прадпрыемства «Белсолад» у Іванова. Між тым, за 4,5 гады на посаде старшини гарвыканкама Андрей Владимирович зрабіў немало. Самое главное, что наш город, которому 920 лет, очень древний город, на мой взгляд, он хорошеет. Мы постарались всей командой определенные усилия приложить к облику внешнему именно в центральной части города. У нас появилась пешеходная, одна основная и несколько дополнительных улиц. Также мы уделили внимание дорогам. Хотя во главе угла стоит экономика города. Ухудшение ситуации у нас однозначно не произошло. Реализован ряд инвестиционных проектов. К сожалению, они в основном относятся к сфере торговли. Нету, к сожалению, новых производств. Но на сегодняшний день готовится к подписанию ряд новых инвестиционных договоров, которые даст тоже дополнительный импульс для развития экономики нашего региона. В целом оценка неплохая его работы, но вместе с тем я сегодня говорил о тех проблемных вопросах, которые были и до него, естественно, они были. Какие-то решались, какие-то, наоборот, новые появились. Поэтому, естественно, что проблем в городе много, и их необходимо решать, как в промышленности, значит, в стройке, особенно в жилищно-коммунальном хозяйстве, в социальной сфере. Хто стане новым кіраўніком горада над Пінай, пакуль невядома. Падбор і вывучэнне кандыдатуры зойме пэўны час. Пакуль жа выконваць абавязкі старшыні пінскага гарвыканкама будзе яго першы намеснік Михаил Самалазаў. Падчас нарады былі вызначаны прыярытэтныя задачы на бліжэйшую перспектыву. Город Пинск, он вошел в 11 городов республики, которые на особом контроле. Поэтому надо более четко выстраивать программу, значит, видеть, какие в первую очередь решать проблемы. Самое главное, чтобы население себя хорошо, комфортно чувствовало, было обеспечено работой, зарплатой, нормальными, комфортными условиями для жилья. Это основная задача местных органов власти. Таксама сярод задач, якія паставіў перад Пінскам кіраўнік вобласці, павышэнне колькасці інвестыцыйных праектаў, пошук новых рынкаў збыту, у прыватнасці пашырэнне работы ў напрамку Кітайскай Народнай Рэспублікі, павелічэнне экспарту будаўнічых паслуг, а таксама вырашэнне набалелых пытанняў у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Алена Ракуця, Ліса Грыгарчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».